17 марта в России состоятся выборы президента. И очевидно, что это важное политическое событие пройдет в неординарных международных условиях. Военная эскалация подпитывается Соединенными Штатами Америки, которые стремятся сохранить и укрепить свое единоличное влияние на мировой арене. Что касается позиции нынешнего руководства Российской Федерации и обозначенной в программе президентских выборов командой Владимира Путина, формированию новой конфигурации мироустройства особое внимание уделяется основам равноправия стран и народов. Вопрос, который мы сейчас здесь обсуждаем, на самом деле носит очень важный характер. Мы должны самым лучшим образом подготовиться к этим выборам. Потому как Россия Путина – это совершенно другая Россия. Это Россия, с помощью которой наше государство становится на ноги. Это государство, которое понимает нас и во всем поддерживает. Такая позиция соответствует нашим интересам и потому к предстоящим выборам народ Абхазии имеет прямое отношение. Нам важно, на мой взгляд, не столько численные показатели при всей их значимости, сколько осознание своей причастности к судьбе российской, что было присуще горцам Кавказа, в том числе и абхазам, в последние столетия. В условиях современных геополитических реалий мы можем рассчитывать на перспективу лишь через Россию. Россия, пожалуй, единственная в мире страна, которая федерируется не только по территориальному принципу, но и по этническим, национальным признакам. Судьбоносные этапы истории, как формирование нового миропорядка, всегда сопровождаются потрясениями, отметил секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. И потому необходимо придерживаться правильного политического вектора. Нам важно в этой ситуации сохранить единство нации. Нам надо сплотиться вокруг общей идеи и понимать, какие угрозы существуют для нас. Нам повезло в том, что политические деятели нашей страны после распада Советского Союза сумели выстроить грамотный политический курс. И у нас сегодня такая счастливая возможность, когда у нас в союзниках великая мировая держава, член Совета Безопасности ООН, ядерная держава, самая большая страна в мире. И это дает нам надежды на развитие и сохранение идентичности нашей государственности. Руководитель Центра правозащиты российских соотечественников в Абхазии Елена Жилинская обратилась к гражданам Абхазии с призывом принять активное участие в выборах российского президента с учетом нескольких весомых причин. Во-первых, это выбор политического лидера. Это лидер, который будет представлять свою страну на мировом сообществе. Значит, когда он будет принимать решения, это будут решения, которые могут решить и глобальный кризис. Все это явно связано и с Республикой Абхазия. Мы тоже к этому имеем отношение. Участие в выборах – это и экономическая стабильность. Постоянный модератор Центра социально-экономических исследований Илона Мерцхулава, основываясь на многочисленных запросах со стороны граждан, задала вопрос чрезвычайному и полномочному послу России в Абхазии Михаилу Шургалину о том, будут ли допущены к голосованию избиратели с просроченным российским паспортом. Понятно, что лучше, чтобы был действительный паспорт. Но мы специально посмотрели в закон. Задача членов избирательных комиссий убедиться в том, что данный конкретный гражданин имеет легитимное право голосовать. Поэтому, если я сейчас призову всех бежать в консульский отдел и продлевать паспорта, то мы все равно не справимся. Вот. Мы приняли как бы Соломоново решение, что самое главное, чтобы человек мог подтвердить то, что он гражданин России. Ну, если да, к сожалению, у него просроченный паспорт, мы будем стремиться к тому, чтобы и председатели отдельных избирательных комиссий будут принимать решения, чтобы, конечно, дать им возможность, безусловно, реализовать свое право, проявить волеизъявление. Да? Безопасность и развитие – две фундаментальные основы, на которых базируется политика Российской Федерации, отметил глава МИД Инал Арзанба. Он сказал, что главный принцип работы межгосударственных объединений, созданных по инициативе России, сфокусирован на обеспечении безопасности и экономического роста. Разумеется, уровень доверия к
действующему президенту Российской Федерации настолько высок, что нет никаких сомнений в победе Владимира Владимировича Путина. И, разумеется, широкое участие наших людей, наших сограждан, имеющих российское гражданство, оно представляло бы важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, это и не так репрезентативно, как говорят социологи, но при этом это важная символическая поддержка, и ее нужно обязательно обеспечить. По словам Инала Ардзенбах, политические взаимоотношения Абхазии и России находятся на высокой точке. Несмотря на это, ряд вопросов все же остаются нерешенными. По словам Инала Ардзенба, особое внимание необходимо уделить нежелательному взаимодействию Абхазии с западными структурами, в особенности организацией USAID, агентством США по международному развитию, которое, по словам министра, является субъектом агрессивной изоляции Абхазии. Государственный департамент США – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Организация USAID, агентство США по международному развитию – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Европейский Союз – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты. Поэтому взаимодействие с этими структурами является весьма нежелательным. По крайней мере, уж точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами, что я и предлагаю, уважаемые друзья, вам, как представителям общественности, обратить на это особое внимание. Самая главная задача, которую ставят эти структуры, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии, в деоккупации Абхазии. Разумеется, мы не можем этого допустить. Когда мы открыто сказали, что на официальном сайте USAID ставятся именно такие задачи, эта статья была удалена в течение нескольких дней. Это говорит об изощренных методах манипуляции, которые использует наш оппонент и противник. О том, что Абхазия не может позволить деятельность западных организаций на территории республики, которые также являются враждебными для дружественной России, сказал президент Абхазии Аслан Бжания. А мы в договоре прописали, что мы строим общую территорию обороны и безопасности с Российской Федерацией. С 2012 года ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники, стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной организации России здесь, на территории Абхазии? С этой историей нужно каким-то образом ее завершать. Если мы союзники, если мы стратегические партнеры, это налагает на нас определенные обязательства. Министр сказал, что высокая точка наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Да, она, конечно, высокая. Она должна быть еще выше, потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса. Абхазский этнос может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства. А строительство государства – это не только наша с вами воля, это еще и поддержка Российской Федерации. В своем выступлении Аслан Бжани особо подчеркнул, что Абхазия – одна из республик постсоветского пространства с наибольшим количеством избирательных участков. Их число достигает 30. Особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех республик бывшего Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если соотношение взять количество граждан России, проживающих в Абхазии, или первые, или вторые. Это тоже особенность. И об этом надо говорить, потому что это такие же обязательства, такие же права, такая же ответственность, как быть гражданином Абхазии. Поэтому все, что здесь сегодня вы озвучивали, поддерживается. Мы подойдем к этому дню как к большому празднику, как к празднику, который и на ближайшие 7 лет определит перспективы нашего развития. В данном случае я имею в виду развитие нашего абхазского государства и взаимодействия с Российской Федерацией. На круглом столе широко обсудили вопросы абхазо-российских взаимоотношений. Речь шла о социальном благополучии, политической стабильности и безопасности, которая в большинстве зависит от выбранного внешнеполитического курса. Асида Мали, Алексей Агухава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.